С Дарьяла мы вступили в ту часть страны осетин и ингушей, которая зависит от Грузии. Ингуши находятся слева от дороги, осетины справа. Ингуши делятся на больших и малых. Первые живут на равнине, вторые в горах. Все они отличаются трудолюбием и умом. Эти горцы знают искусство орошения, умеют удерживать землю на склонах с помощью стен различной высоты. Кроме того, они устраивают на горных потоках мельницы простой конструкции, без единой железной детали, которые при переезде каждая семья переносит с собой. Их женщины весьма трудолюбивы, умеют ткать различные ткани и особенно ковры. Ингуши худые, крепкие, подвижные и неутомимые. Именно среди них европейцы, поселившиеся в русских провинциях за Кавказом, могли бы легко найти хороших работников для расчистки лесов и обработки земли. Этот народ независимого характера порой проявляет мужество, доходящее до героизма. Коби, где мы остановились на ночь со среды на четверг, представляет собой небольшой редут среди гор. Дом, отведенный нам для ночлега, оказался чрезвычайно сырым. Вечером к нам явился осетин с лицом и видом разбойника и предложил свои услуги. Мы ограничились тем, что купили у него за 2 рубля молодого ягненка, которого он сам зарезал и освежевал. Во Владикавказе нам рассказывали об ужасной дороге между Коби и Кашауром, и должен признать, что это описание ничуть не было преувеличено. Для помощи на самых трудных участках нам предоставили 5 пар быков, 34 осетина и 30 пехотных солдат, не считая 10 казаков, служивших эскортом и готовых при необходимости прийти на помощь. Приняв все эти меры, мы отправились в путь в 6 часов утра. Нам приходилось двигаться по склону холма, и бричка все время находилась в наклонном положении, избегая падения в пропасть лишь благодаря тому, что ее поддерживало множество солдат и осетин. Взобравшись на вершину горы Святого Христофора, мы заплатили и отпустили осетин. Однако трудности пути еще не были преодолены. Дорога местами была завалена, а нередко полностью покрыта огромными камнями, принесенными лавинами. Незадолго до прибытия в Кашаур мы встретили осетинских всадников. Некоторые из них были вооружены саблями, ружьями и пистолетами. Дальше грузины сопровождали караван лошадей, каждая из которых несла по 2 тюка с хлопком, шелком и другими персидскими товарами, предназначенными для Макарьевской ярмарки. Кашаур – это небольшая крепость на краю долины, которую мы пересекли тем утром. На следующий день с рассветом мы отправились в Пассанаур, расположенный в 18 верстах. Первые 8 верст дорога шла непрерывным спуском по узкому и очень трудному пути. С одной стороны его ограничивал крутой склон высокой горы, с другой – пропасть глубиной более 100 саженей. Среди постоянных опасностей этой дороги мы наслаждались видом великолепной долины, которую пересекает река Арагви. Мы решили спуститься к подножию горы. Пока мы отдыхали в ожидании экипажа, мимо нас проехал ингушский господин в сопровождении нескольких вассалов. Все они были верхом на лошадях. Господин был облачен в кольчугу и железную кирасу. На голове у него был шлем со остроконечным верхом. На левом рукаве небольшой кожаный щит около фута в диаметре и ружье через плечо. Сабля, пистолет и кинжал дополняли его вооружение. Его вассалы были экипированы не менее внушительно. Их сопровождали 6 борзых, очень крупной породы. Поскольку мы сами находились под надежной охраной, встреча с таким отрядом не внушила нам тревоги. В иных обстоятельствах она могла бы нас обеспокоить.